Традиционная легкоатлетическая эстафета от редакции газет «Сибайский рабочий» ежегодно объединяет школьников и студентов, работников организаций и предприятий, профессиональных спортсменов. В этом году мероприятие посвящено 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. История самого же марафона началась в далеком 1958 году. На открытии 59 лет назад, первый раз, когда проводилась эстафета, участников было всего 6 команд, сегодня уже 24 команды, то есть прогресс налицо. Надеюсь, в следующем году уже на 60-й эстафете команд будет еще больше. Пользуясь случаем, конечно, я поздравляю всех участников, всех наших читателей, всех горожан с наступающим великим праздником Днем Победы. Хочу пожелать всем мирного неба, ну и побед в учебе, в труде, ну и в спорте, естественно. В рамках марафона от редакции газет «Сибайский рабочий» было предусмотрено 2 забега, каждый из которых делился на этапы. Первыми бежали работники производственных коллективов города. Из 7 этапов 2 являлись призовыми. Это дистанции 500 метров для женщин и 700 метров для мужчин. И на 3-м месте Сибайский завод буровых. Впервые участие в спортивном мероприятии, организованном журналистами, приняла команда Сибайского завода буровых реагентов. Но фортуна в этот день была благосклонна к постоянным участникам марафона, команде отдела образования. Они стали победителями среди трудовых коллективов. Бежала последний этап, финиш, и мы финишировали первыми. Было, как сказать, тяжело, конечно, но если каждый день тренируешься, то, конечно, это не очень-то и трудно. Вторыми на старт вышли школьники и студенты. В минувшем году победителями эстафеты среди общеобразовательных учреждений Сибая стала команда школы номер 1 под руководством лучшего работника физической культуры Республики Башкортостан Натальи Донцовой. И на этот раз ребята были в числе фаворитов. Раушания Мурадимова учится в 11 классе школы номер 1. Именно она на последних метрах дистанции сумела собраться с силами и выложиться по полной. Девушка опередила соперницу и финишировала первой. Таким образом, ее команда повторила успех прошлого года и стала чемпионом. Наша команда самая лучшая. Все вложили в эту победу. Благодаря этому мы выиграли. Ну, спасибо всем ребятам, что мы выиграли первое место. Еще одной традицией легкоатлетической эстафеты от Сибайского рабочего является ее комментатор. Это бессменный Фаниль Гатрафикович Аминев, мастер спорта Советского Союза по легкой атлетике. На протяжении всех забегов он оперативно освещал положение дел на дистанциях. Итак, дорогие друзья, посмотрите, с небольшим отрывом лидирует команда Сибайского института БГУ. Марафон прошел быстро и без накладок. Сказывается многолетний опыт организаторов, которым помогал и Комитет по физической культуре и спорту администрации города. После всех забегов состоялась церемония награждения победителей. Среди лучших в личном первенстве оказался и студент первого курса Сибайского института БГУ Рамзель Булатов. Кроме наград от организаторов, отдельный приз ему вручил победитель Кубка Советского Союза, чемпион России по легкой атлетике Ринат Сергалин. Отметим, что Рамзель впервые принимал участие в марафоне от Сибайского рабочего. Я начал серьезно заниматься полгода назад. Кросс, тренировки каждый день почти. 3-4 раза в неделю. Сегодня было весело, конечно. Я сзади шел километров, наверное, 600. А вот последние 400 метров я начал добавлять. И вышел на первое место и финишировал. Организаторы надеются, что к 60-му юбилейному марафону Сибайского рабочего участников спортивной эстафеты станет еще больше. Следите за нашими новостями и занимайтесь спортом. Данил Алибаев, Олег Кадыров, Радмир Сенгулов, Гульгина Рискилина, телекомпания СТВ.